пробуй, сдвигаем целлофан. Да? Да, да, он не любит. Пока Он, горячий. даже если хлебопек пришел без настроения, тоже отражается. Это молочные бактерии, это живые существа. Айшет не просто пекарь, а настоящий гений, в хлебопекарне, которая без преувеличения вкладывает в тесто еще и частичку души. Сочетая вкус и полезность своих изделий, инженер-технолог по образованию изготавливает богатый витаминами и микроэлементами бездрожжевой хлеб на ржаной закваске из цельнозерновой муки. Я беру только ту муку, которая максимально полезная для людей. Особое внимание нужно обратить и на безглютеновый хлеб. Конечно, жаль, что телекамера не способна передать аромат горячей выпечки. Для выпекания такого хлеба используется помимо пшенной мука зеленой гречки, кокосовая, ореховая, чечевичная, льняная, нутовая и миндальная. Помимо гурманов употребляют его и страдающие пищевой аллергией. А тот факт, что хлеб низкокалорийный, советуют его диетологи. Это новое, успешное, уверенное направление в хлебопечении. Почему безглютеновый или безклейковинный продукт полезен больным со специфическим аутоиммунным заболеванием, при котором развивается полная непереносимость этого белка и повышается риск воспаления кишечника? Ведь известно, что глютен, проникая в поджелудочную железу, влияет на ее морфологию и повышает секрецию инсулина. Глютен, он находится в злаках пшеницы, рожь, в таких злаках. Это белок, который является самым вредным для организма, особенно если организм у тебя уже немножко что-то есть, какие-то проблемы. Ее технология, знания и мастерство не раз находили положительный отклик в правительстве республики. И сам глава региона Махмуд Али Калиматов уже не раз оказывает поддержку талантливым и целеустремленным, знающим свое дело и трудящимся во благо республики. Так и Айшет получила грант в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Средства ушли на покупку некоторого оборудования. Через казначейство направляет эти деньги, там своя схема, ты направляет эти деньги, составляешь договор по купле-продаже, необходимое, допустим, оборудование для меня нужен был тестомес, нужна была много чего, то, что у меня есть в бизнес-плане, то я, естественно, не все, но кое-что оттуда приобрела. А что вы приобрели на эти средства? Я приобрела расстойку. Я приобрела там тестомес очень дорогой, еще рассчитываясь. Этот тестомес бэушный, он стоит до 500 тысяч. Его приобрела, холодильники, по мере возможности. Продукцию приобрела, такие полки заказала для павильона себе. Чтобы получить грантовую помощь, Айшет обратилась в центр «Мой бизнес», который ведет начинающего предпринимателя от идеи до выхода продукции. Организация реализует мероприятия по исполнению 3 федеральных проектов: акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса и создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами. Приходит предприниматель и говорит, что я хочу заняться бизнесом. Мы смотрим на его потенциал, что у него есть, какое направление он хочет начать. И уже предлагаем в рамках того, что он хочет, уже направление, в каком направлении ему двигаться лучше. И, соответственно, помогаем при составлении бизнес-плана, проводим маркетинговые услуги, маркетинг того предприятия, которое он собирается открывать. И, соответственно, конечно, дальше уже ведем этого предпринимателя. Мы оказываем консультационные услуги, все услуги мы оказываем бесплатно. То есть, смотрите, человек, если хочет открыть ООО, ИП или какое-нибудь юридическое направление свое, мы знаем, сколько стоит на сегодняшний день это мероприятие. Центр «Мой бизнес» это оказывает бесплатно, вплоть до получения электронного ключа. По оказанным региональным мерам поддержки МСП-центр «Мой бизнес» находится на 5-м месте в России. По информированию о возможностях старта своего дела в рамках национального проекта регион занимает 7-е место по стране. Но если мы сегодня говорим в рамках нацпроекта, в том числе самозанятые, те категории людей, которые прошли обучение через центр «Мой бизнес» на сегодняшний день, которые получили сертификат о прохождении азбуки предпринимателя и уже потом получили помощь через Минтруд соцконтракт. Это на сегодняшний день 100 человек уже прошли обучение и получили сертификаты. А в том числе мы оказали консультационные услуги, около 2000, это начало этого года, консультационные услуги через МСП-платформу, а также через личное посещение предпринимателя.
Кто планирует открыть свое дело, но не знает, с чего начать, может обратиться в центр «Мой бизнес». Он располагается по адресу Назрань, улица Московская, 19. Адам Мережков, Акрама Дасхоев, Магаз 24.